Смотрите в этом выпуске. Танцевальный ансамбль «Серпантин» отметил свой юбилей. Творить добро просто. Семейный интегрированный лагерь «Ласточка» расширяет границы работы. Уже 10 лет в городе Якутске при Дворце детского творчества работает ансамбль «Серпантин». Коллектив является участником и лауреатом многих танцевальных конкурсов. Но самое главное достижение – они смогли создать инклюзивную среду для детей с особенностями развития. В конце апреля «Серпантин» с полным аншлагом отметил свой юбилей, который был театрализован на сцене Дворца детского творчества. Под волшебную музыку на сцене появился праздничный волшебник Конфетяй. Познакомив зрителей со своими маленькими помощниками Лимонадиком и Зефиркой, Конфетяй и его команда отправились на поиски дня рождения. Найти именинника было непросто, так как Конфетяй потерял свою записную книжку, в которой было записано имя именинника. Волшебники побывали в большом городе, русской деревне, на крайнем севере, в разных странах мира, и повсюду они дарили чудеса, а люди отвечали им прекрасными танцами и песнями. Наконец, «Серпантин Дорог» привел волшебников в Якутию, где они и нашли именинника. Им оказался дружный, добрый, талантливый коллектив детского танцевального ансамбля «Серпантин». Немаловажная роль была у танцоров с особенностями развития. В этот удивительный день всем присутствующим открылся простой секрет счастья. Люди рождаются в разные дни, но когда они собираются вместе, чтобы сделать что-нибудь хорошее, нужное, творческое, то их радости, успех и день рождения, их дружба становятся общими. И тогда у каждого появляются по-настоящему неограниченные возможности. Начинается настоящий серпантин чудес. Академическая весна. Традиционный студенческий фестиваль, который проходит в стенах Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Задача фестиваля – создание условий для реализации творческого потенциала студентов, укрепление профессиональных и неформальных культурных связей между факультетами и филиалами академии. Программа мероприятия включает в себя спортивные соревнования, конкурсы научных работ и фестиваль искусств. Очередной фестиваль совершился благотворительной вечеринкой в поддержку Иннокентия Рожина. Каждый человек должен заниматься таким деятельностью, потому что такая деятельность дает нам чистый в будущем доброту, и каждый человек должен таким мероприятием заниматься. Мы начали такую эстафету внутри нашей академии, Каждый факультет сейчас будет таким мероприятием заниматься. Каждый месяц или каждые 2 месяца будем это организовать. В начале прошлой недели в официальной обстановке студенты ЕГСХ в лице председателя первичной профсоюзной организации передали собранную сумму Иннокентию. Я, как мама, вообще очень сегодня рада этому событию. Вообще я хочу сказать слова признательности, слова благодарности. И огромное большое спасибо организаторам этой акции, фонду «Харасхал», лично Вере Петровне за оказанную такую помощь и вообще внимание, за поддержку. Всегда и во всем. Это не единичное такое, это всегда и во всем. Такое внимание к нам, за поддержку. Кеше Рожину сейчас 22 года. Он имеет среднеспециальное образование, активно занимается бочи, последние 5 лет увлечен танцами на колясках в центре «Солнечный мир». В этом году Кеше поступило приглашение принять участие в интернациональном фольклорном фестивале-конкурсе «Алтын-Майдан», который состоится этим летом в Крыму. Именно на приобретение билетов пойдет собранная сумма. Студенты Якутской сельскохозяйственной академии подают душевный пример, что творить добро просто.
Традиционная смена интегрированной школы для родителей и детей «Ласточка» в этом году выпала на весенний сезон и состоялась на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», где есть все условия для комфортного проживания, оздоровления и отдыха. Этот сезон собрал 16 семей с детьми с инвалидностью из Татинского, Мельгино-Кангаласского, Намского, Чурапчинского районов и города Якутска. Осваивались именно в этом пространстве, осваивались вообще в новой среде такой, да, скажем, когда только закрытое пространство, и поэтому и для нас это было в новинку, и для родителей это тоже такой интересный. Но самое главное то, что дети здесь освоили это умение общаться друг с другом. Да, но мы подбирали специально таких детей, чтобы было похоже по возрасту. Да, дети с разными абсолютно заболеваниями, но несмотря на это, именно для нас было важно, чтобы дети дружили, и так мы думаем, что вот это удалось у нас. И еще одной нашей целью было, чтобы родители познакомились друг с другом и учились друг у друга, перенимали как опыт общения со своими детьми, и родители увидели, что детей самостоятельно можно и отпускать, что самостоятельно дети могут находиться вместе с другими детками, и что это безопасно. В течение недели семьи проживали в центре «Сосновый Бор». Каждая минута была расписана. Семьи посетили мастер-классы, оздоровительные процедуры. С каждым членом семьи работал психолог. Были и выездные мероприятия. Так, для участников «Ласточки» провели расширенную экскурсию по Центру адаптивной физической культуры и спорта. Здесь мы в основном показывали наши творческие лаборатории, работали. Дети занимались из различных материалов такие интересные изделия, которые увезут домой. И эти техники, которые здесь они освоили, для них это будет таким продолжением дома. Дети будут заниматься вместе с родителями, потому что мы именно мотивируем наших родителей для того, чтобы они дома обязательно чем-то занимались. Ребенок должен заниматься, ребенок должен не обязательно в какой-то реабилитационный центр ходить, но и дома можно создавать такие условия. В заключительный день организаторы подвели итоги смены, продемонстрировали, чему научились за эти дни. И самое главное, отметили, как изменились внутрисемейные отношения. Нам очень понравилось. Здание очень хорошее, светлое, теплое такое. И хозяева очень гостеприимные. Еда была очень вкусная, да? И дни были очень насыщенные, уроки были очень насыщенные, узнали очень много. И ребенок мой тоже, ему очень понравилось все. Вот. И сам он очень любит рисовать, и как раз все у нас по рисованию было, и вот ему очень понравилось. И старых друзей мы встретили своих, было очень хорошо. Сейчас мы уже будем думать над тем, чтобы этот проект уже заработал дальше, и таких семей стало у нас больше. И именно мы желаем, чтобы и делаем этот проект для того, чтобы приезжали с разных концов нашей республики. В этом году интегрированной школе для родителей и детей «Ласточка» исполняется 5 лет. За это время «Ласточка» проводилась во многих районах Якутии, имеет активный спрос среди родителей и детей. Именно поэтому руководитель «Ласточки» Татьяна Сабаракина и благотворительный фонд «Харасхал» решили расширить границы своей работы. Были отобраны представители 2 районов Якутии, на базе которых будут организовываться дополнительные смены «Ласточки». Это для нас первый такой опыт, который исходил из желаний самих родителей и из желаний тех людей, которые готовы провести такой же опыт, как мы. Да, и у нас достаточно большой опыт, большая программа уже собрана за 15 школ, поэтому мы готовы делиться своим опытом. Мы разработали методическую разработку такую именно по проведению таких школ для семей. Поэтому все специалисты, которые у нас читали, проводили мастер-классы, это те люди, которые сами являются разработчиками этих программ. Это всех, получается, у всех авторские методики. Поэтому это вдвойне, так скажем, интересен как опыт, да, что человек сам, который прожил через это, сам разработал эту программу, сам его апробировал, да, и вот теперь уже мы транслируем этот опыт для других специалистов. В
канун майских праздников специалисты фонда провели обучающий семинар для психологов, теперь уже официальных представителей лагеря «Ласточка» в своих районах. Участники узнали специфику работы, научились тонкостям проведения творческой терапии и многое другое. Каждый участник получил сертификат, подтверждающий право проведения лагеря на территории представляемого района Якутии. А в этом году я уже включилась в этот процесс именно сопровождения семьи, как происходит, как они по-другому уже узнают своего ребенка и так далее. От семинара масса удовольствий, положительных эмоций. Очень понравилось. В семинаре мы практиковались, практической части много играли, но как в детстве. И мастер-классов много было, много для себя получили. Было очень много эмоций, мастер-классов. Мне очень понравилось. И большинство всего было в практической части. Теории было мало. Каждый улус уникален, да, и там жизнь другая в этих районах, да, и тот арсенал, который есть, да, тот потенциал, который есть, он разный. И именно те районы, которые проведут на местах, они будут использовать, именно должны будут использовать весь этот потенциал. Поэтому они будут отличаться друг от друга. Уже сейчас два улуса составили свои проекты совершенно отличные друг от друга. Потому что они будут использовать местных мастеров, они будут использовать местных специалистов, и там уже кто есть в наличии и кто кого видит, как это все должно пройти, это все они все здесь составили, примерную уже проектную такую сделали, но уже люди почувствовали такую уже, увидели картину, какой она должна быть, эта школа. Ну и думаем, что через какое-то время уже окончательный вариант программы на утверждение нам отправят, мы это согласование сделаем, ну и все, добро получится, и все. Напомним, записаться на ближайшую смену «Ласточка» можно по телефону 8 41 12 40 20 68. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе.